В данном видео мы покажем вам, как так называемые вийняхи, возомнившие себя отдельным народом, реагируют на этноним Нахчи. А вот тот же человек, только на ЧГТРК, Грозный, там он повернулся, чтобы исправить, но в определенный момент он понял, что ему там надо включить режим хамелеона, невыгодно было называть себя вийняхом. Нохчи, если в вашем тейпе или в вашем окружении будут появляться такие люди, которые будут все называть вийняхским, то знайте, что это признаки сепаратиста, этот человек является смутьяном, и вам надо жестко пресекать его действия. В конце послушайте трактовку слова «вейнях» от Хасана Бакаева. Пришел вопрос, что такое войнахизм? Прочтите следующее определение. Хобот, уши, слон, левая передняя нога, правая задняя нога, бивни, хвост, кисточка на хвосте – все это части единого организма африканского элефанта. Увидев это определение, любой внимательный читатель придет в изумление и спросит, почему вы перечисляете слона вместе с его частями? Как слон может быть частью самого себя? Подобный абсурд пытаются навязать чеченцам. Нам предлагают такое определение. Акхи, Терлый, Нохчи, Мялхи, Майстой, Орстхой. Все мы войнахи. То есть, как и в случае со слоном, целое ставят в один ряд с его частями. Это и есть войнахизм, который усиленно проталкивают в наше национальное самосознание. Между тем, те, кто навязывают нам этот войнахизм, свое собственное деление на составные части, субэтносы, страстно отвергают и пытаются предстать нерушимым национальным монолитом. Как говорится в одной чеченской поговорке, если бы мы были дурнями, вы были бы умниками.